Здравствуйте! Приветствую вас на канале Про Цветок. В сегодняшнем ролике мы будем говорить о свекле, о морковке, о тех причинах, которые не дают вам возможность получить хороший урожай этих корнеплодов. Ну и загадка. Загадка, возможно, не по этим культурам, а совсем по другой культуре, которую вы любите, которая есть на вашем столе. Так вот, кукурбицин. В чем содержится это вещество, которое препятствует росту опухолевых клеток? Вы подумайте, пока я буду рассказывать вам про свеклу и морковку. Ну, свеклу и морковку вы уже, конечно, вы посеяли, она у вас всходит. Ну и вот на что необходимо обратить внимание. Ну, обращаю внимание первое на густоту посевов. Обращаем на густоту посеву. Почему? Потому что если посеяли вы густо морковку, густо посеяли свеклу, значит, хороших корнеплодов вам не ждать. Смысл по морковке в чем заключается? Что оптимальное расстояние для морковки составляет 4-5 сантиметров. То есть морковка от морковки должна быть на спичечную коробочку. Тогда корнеплоды будут красивые и крупные. При более густой посадке, значит, они мелкие. Что будем делать по морковке? Будем делать прореживание. Ну и вот подкормка. Подкормка морковки. Многие делают большую ошибку. Сыплют между ради какие-то удобрения сухие, заделывают и надеются, что морковка их усвоит. Так вот, особенность морковки в чем? В том, что ее корни растут вертикально в почву. Поэтому в родочке она усвоит питание. Вот. Поэтому, сами понимаете, в чем принцип. Поливаем нашу морковку только по родочках, и все подкормки только в жидком виде. То, что мы внесем в междурядье, не имеет никакого влияния на наш урожай. Поняли? Ну, дальше по морковке, что еще необходимо знать? У многих морковка растет, бывает такая рогатая морковка, с хвостами различными, разветвленная. Вот. Бывает горькая морковка. В чем причины такой моркови? Причины такой моркови очень простые. Если морковь растет такая много рогатой, много корнеплодиков ветвится, тут есть две причины. Причина первая – это внесение свежей органики. Приводит к разветвлению корнеплодов. Вторая причина, которую вы можете создать сами невольно, это большое расстояние между корнеплодами. И морковка стремится освоить все это пространство и формирует не один корнеплод, а разветвленную кучу корнеплодов. Наше расстояние 4-5 сантиметров, как я вам сказал уже в начале. Если больше, значит, ожидайте рогатую морковь. То есть морковка будет дефектной, не даст ровных, красивых корнеплодов. А горечь моркови тоже причина очень простая. В почве недостаток калия. Именно калий способствует тому, чтобы морковь была сладкая и сочная. Поэтому калийные подкормки в жидком виде, неважно, сернокислый калий, хлористый калий, ложка на ведро, проливаем наши родочки. Морковка будет красивая. Ну и теперь плавно мы перейдем к подкормке моркови. Подкормка моркови, значит, в чем заключается, что если вы не внесли удобрения в почву, лучше всего это было сложно смешанное удобрение, значит, сейчас мы кормим. На размер корнеплодов, на их рост у моркови очень влияет карбамид или мочевина. Столовую ложку на ведро воды растворяем и проливаем именно по родочках, памятуя, что корни моркови растут вертикально. Поливаем по родочках, и хороший урожай вам уже обеспечен. Но морковь, как известно, очень любят и вредители. Появляется морковная муха, которая вредит нашим корнеплодам. Есть у нас что еще? Тля. На моркови часто бывает тля. Листья крутятся. Вот. Ну и кто-то применяет химию. Но я бы посоветовал вам два препарата от нашей фирмы. Какие это препараты? Защита комплексная, профит. Таким препаратом мы проливаем родочки с посеянной морковкой. Ее можно чередовать с тем же карбамидом. Смешали карбамид, защиту комплексную. А для того, чтобы прогнать вредителей с нашей моркови, то есть тлю, который находится по листьям, наши посевы мы будем опрыскивать антивредителем профит. Он нас защитит надземную часть от тех вредителей, которые поедают наши листики. Ну, теперь перейдем к свекле.
Свекла тоже не во всех удается. Не во всех удается свекла, у кого-то она черная, не хочет расти. Причина чаще в чем? Недостатки двух элементов. Первый элемент – это бор. Поэтому берем борагу, берем борную кислоту. Ну, борагу на инструкции вы прочитаете на упаковочке. А борная кислота – 1 чайная ложка на 10 литров воды. Предварительно борную кислоту мы растворяем в горячей воде, доводим до 10 литров и опрыскиваем, обильно опрыскиваем нашу свеклу. Вот. А под корень нашу свеклу мы вносим калийные удобрения. Это опять же может быть сернокислый калий, это может быть хлористый калий. Свекла не боится хлора, присутствия в этих удобрениях. Поэтому опять проливаем нашу свеклу по рядкам. Борными удобрениями, неважно какое будете использовать, брызгаем по поверхности листьев. И тогда хорошие корнеплоды будут вам обеспечены. Но, конечно, вдруг у вас не оказалось, не оказалось у вас калия хлориста, калия сернокислого, что мы будем использовать? А самое простое – древесная зола. Просеянная древесная зола – это тоже великолепный источник калия для нашей свеклы. Вот. Но опять же, для того, чтобы это быстрее действовало, значит, мы постараемся растворить в воде. Но замечу, что свекла будет усваивать, ее корневая система не только растет вертикально, но и горизонтально. Поэтому свекле можно ту же золу дать междурядье. Заделать, после этого проливаем водой, калий начинает поступать в наши растения. И свекла будет хорошая и будет сочная. Так что запомнили. Все делается очень просто. Зола, бор и калий на свекле приводят к прекрасным результатам. Последующую подкормку, опять же, если вы не уносили ничего, если почва такая пустая, значит, можно что дать, какую подкормку дать нашей свекле. Сложное удобрение, любое сложное удобрение. Можно, конечно, с осторожностью, не очень увлекаться, потому что это корнеплод все-таки, чтобы не привлекать сильно вредителей, бродиловку. Обыкновенная бродиловка. Можно кто-то, конечно, проливает и дрожжами. Можно дрожжами проливать. Но я объясню, что лучше всего все-таки остановиться на золе. Она и отпугивает вредителей, и служит для растений источником калия. А теперь вернемся к нашей загадке. Вещество кукурбицин содержится в огурцах. Именно кукурбицин, как доказано, он препятствует росту опухолевых клеток. Огурцы эти мы знаем, которые горчат, так что знаете, что эти огурцы полезны для здоровья. Этот признак как бы не очень нравился, поэтому большинство современных сортов горчинки не имеют. А в старых сортах есть такая горчинка, присутствует. Поэтому знаете, что оно может быть и невкусно, но очень полезно. А купить и все эти препараты, что я вам назвал, удобрения для подкормки, а также еще и семена на следующий год, тоже свеклы, морковки, можно в наших магазинах «Процветок». Ждем вас и до новых встреч!